Добрый день, уважаемые зрители, подписчики и комментаторы YouTube-канала «Татары мира». Сегодня у нас будет нашим гостем Дамир Абы Исхаков, и мы подведем итоги 2021 году. Но прежде давайте немножко технический момент нашего стрима. Скажите, пожалуйста, как звук, напишите в комментариях, видите ли вы нас, все ли в порядке. Пока вы собираетесь, значит, небольшую вводную, значит, часть свою выскажу. Значит, 2021 год на самом деле это не только год переписи, к которому мы очень долго шли, там практически 2 года, с начала 2020 года. Все равно в этом году, 2021, произошли много других событий, которые также касаются жизни татар, имеют непосредственное отношение к нашему татарскому народу. И поэтому вы не думайте, что мы тут только про перепись будем говорить. Нет, у нас много других событий произошло. Наверное, одно из самых обсуждаемых событий в Татарстане и даже на федеральном уровне – это события, связанные с арестом ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Его арест очень резонансный, прям сенсация, скандал. И, конечно же, здесь всплывают вопросы, всплывают воспоминания о том, как Ильшат Гафуров в свое время относился к татарской интеллигенции, к татарскому языку. Вот. Тут тоже много что можно, в принципе, сказать. И об этом уже сейчас в соцсетях спокойно татары пишут, об этом обмениваются мнениями. Вот. И Дамир Абы по этому поводу тоже выскажется. Так что мы потихонечку, Алла Берса, начинаем наш стрим. Дамир Абы, вам слово. Наверное, давайте начнем с самого резонансного. Что там по Ильшату Равкатовичу Гафурову? Ну, для начала хочу сказать, что проходящий уже год был нелегким, коронавирусным, как всегда в последнее время. Было много других событий, и переписные дела, и кампания по выборам в Госдуму, и много других мероприятий всяких, конгрессовских, в которые я был задействован. В общем, всего было много очень. Конечно, вот под самый занавес, так сказать, такой неожиданный ход московских следователей по аресту Ильшата Гафурова. Ну, неожиданное событие. Я, конечно, не сторонник пинать мертвого льва. Тем более с Ильшатом Гафуровым я был плохо знаком, практически с ним не сталкивался в реальной жизни. Но могу сказать, как представитель татарской интеллигенции, что, к сожалению, когда он стал ректором университета, там татарский сегмент нашего славного университета, который я в свое время оканчивал и очень уважал профессоров университетских, я ведь гуманитарий, вот дела там татарские пошли плохо. Ну, если, скажем, попроще, татарский сегмент был на корню уничтожен, хотя, скажем, при Коновалове было даже предложение развить там самостоятельный гуманитарный институт внутри университета. Татарский университет? Татарский, да. Коновалов предлагал, и Миркасым Усманов даже имел некоторые планы, но Усманов вскоре ушел, и эти планы не реализовались. Ильшат Гафуров даже и про это и не думал, хотя там создали потом в итоге такой сложно названный институт, но там это уже был не татарский университет, а институт, а что-то связанное с международными делами. В общем, как всегда, в кучу все напутали. В итоге татарские дела там не пошли нормальным путем. И тем более университет, который поглотил педуниверситет наш, который должен был вообще-то готовить прежде всего татарские кадры учительские, он тоже работал ненормально. И сейчас сложилась такая парадоксальная ситуация. Для подготовки татарских учителей мы должны платить деньги этому университету. Я думаю, что вообще безобразие это. И вот Ильшат Гафуров все это покрывал, ну, вернее, зарабатывал деньги на татарском горбу. Поэтому в этом плане татары, профессора старые, которые были вынуждены уйти, и вообще татарская интеллигенция держит на него страшную обиду. Ну, и плохую оценку имеет он в лице татар в татарском мире. Поэтому, что бы с ним дальше ни случилось, татары особенно горевать по его поводу не будут, я считаю.
Я сам могу сказать, как выпускник исторического факультета Казанского университета, я когда поступил, я стал учиться в татароязычной академической группе исторического исторического факультета. У нас были курсы по, значит, арабской графике, на которой раньше писали татары, да, до революции, до Советского Союза. У нас были на татарском языке лекции, которые нам читались. Мы писали рефераты на татарском языке. То есть в историческом факультете вот был такое вот гнездо татарского языка. И когда я окончил университет, Казанский университет в 2013 году, все вот это вот закрыли за недавностью. Сказали, для татарского языка, вон там вот есть, значит, факультет татарской филологии, пусть там татары татарским языком занимаются. Тогда еще там оставался факультет татарской журналистики, вот пусть там татары татарской журналистикой занимаются, и все, вот этого хватит. Но потом со временем позиции татарской журналистики, к сожалению, в университете тоже были очень сильно сокращены, съежены. Дошло дело до такого, что Татмедиа, например, оно публично заявляло, что им срочно нужны журналисты, которые знают татарский язык и могут писать на татарском языке. И эту проблему ну, по-другому не получилось. Они попытались и обратились за помощью к Институту татарской филологии. Представляете, то есть вот так вот, в принципе, вот съежился татарский фактор, татарский язык, татарский сегмент в нашем Казанском университете. А получается, при Коновалове у нас была возможность даже целый институт. Да, возможностей было гораздо больше, и там дело шло на подъем. Мы могли там действительно развернуться. Но я думаю, что дело погубил уход Миркасыма Усманова оттуда, вот, и поэтому это тоже отрицательную роль сыграло. Но в дальнейшем вот сама трансформация университета, федеральный университет с другим объемом денег и с другими целями подкосил это дело, и поэтому у татар не самостоятельный национальный университет не получился, не внутри Казанского федерального университета, татары не смогли выстроиться как надо, и мы, в общем-то, татарское дело в этом направлении погубились, скажем откровенно. И сейчас очень трудно будет там восстановиться, даже если сильно захотим, и если придет нормальный ректор, который все это будет понимать, я думаю, заново выстроиться будет сложновато. Ну вот главная вина на Ильшате Гафурове. В общем, мы, наверное, пока что закрываем вопрос по Ильшату Гафурову. Вы можете еще какие-то вопросы написать у нас в чате, мы на них ответим. Значит, следующая новость, которая также касается наш татарский мир, она, наверное, по большей части касается татар Башкортостана. Это то, что историк, этномиссионер, как мы его называем у нас на канале, Юлдаш Юсупов, один из начальников, значит, Центра социоанализа, там чего-то такого умного в Башкортостане, занял позицию руководителя исполкома Всемирного Курултая Башкир. Что мы знаем об Юлдаше Юсупове? Ну, во-первых, то, что он везде говорит, что он борец с татаризмом, что он под этим имеет в виду, ну, как может, так и крутится. Где-то скажет, что он против там Дамира Исхакова выступает, там, да, где-то он там с татарским национализмом борется, а на самом деле все это втихую ведет к тому, что он является идеологом ассимиляции татар северо-запада Башкортостана. Вот. И вот он, значит, получил такую вышестоящую должность в псевдообщественной организации, которая на самом деле контролируется властями Башкортостана, а именно Всемирный Курултай Башкир. Вот, значит, теперь в его руках, получается, интересные весьма ресурсы, в том числе и для идеологической работы. А нужно признать, тут из Казани у него идеологическая работа ведется. Какие-то организационные, видимо, начала в нем хороши и сильны. Вот, Дамир Абы, скажите, пожалуйста, что для нас значит назначение вот такого, в принципе, одиозного человека, да, идеолога башкиризации татар северо-запада Башкортостана, Юлдаша Юсупова, вот на такой пост, как руководитель исполкома ВКБ? Ну, во-первых, Юлдаш Юсупов, конечно, мне знаком, в том числе из реального общения. Его книжку-то я тоже знаю. Есть у него довольно посредственная работа по башкирам.
средневекового периода. Я думаю, что он не является крупным ученым, но вот решил подвязаться на общественной ниве и пошел по пути сугубо националистическому. И в итоге мы видели его вот в работе по направлению северо-запада Башкортостана, когда они решили там найти большое число башкир и приватизировать в пользу башкирской нации весь северо-запад современного Башкортостана. Я думаю, что вот этот наскок в ходе переписи, который и раньше готовился уже, он на самом деле успехом не увенчался, но такой громкий фурор был произведен. И эти попытки вот этой небольшой группы отрезать татароязычную часть в пользу башкир обратили внимание и Валерия Тишкова. Хотя с Валерием Тишковым я часто спорил по поводу разных татарских дел, но то, что этому маститому ученому, а я признаю, что он крупный ученый, пришлось высказаться в довольно отрицательном смысле о деятельности этой группы, и на самом деле свидетельствует о том, что бывший министр по делам национальности Российской Федерации обратил внимание на националистическую политику, которая велась вот этой группой Башкортостана. И они глубоко проникли и в Фадан, как в итоге мы выяснили, публично об этом было сказано, и даже повернули в некоторой степени Фадан в свою сторону, что вообще для Федерального научного центра, который занимается политической деятельностью, недопустимо. Ну, поэтому Тишков, я думаю, что и высказался как академик, занимающийся очень давно национальными делами. Он хотел немножко выправить и положение, вот, которое в Башкортостане оказалось весьма своеобразным благодаря связям этой группы с Фадан. И вот то, что Юсупов участвовал в работе этой группы и потом занял вот определенную позицию, может свидетельствовать о двух вещах. Это непростая ситуация. Например, можно прогнозировать, что его поставили во главе исполнительных дел Башкирского Курултая. Организация эта общественная, но находится под государственным ведением на самом деле. Поставили для того, чтобы усилить деятельность этой организации, больше привязать эту организацию вот к тем националистическим проектам, которые были этой группой выдвинуты. То есть, как глава исполнительного органа, он может углубить эту позицию. Но возможен и другой вариант, что, может быть, если Москва будет сильнее нажимать, следуя тезисам Тишкова, его просто вот могли отодвинуть туда, в это общественное пространство, чтобы он на государственные дела меньше влиял. Я второй вариант тоже допускаю, потому что его кураторы не смогли занять позиции, которые хотели занять. Скажем, вице-премьер, который их курировал, он метил в главу аппарата. Это вы про Азата Бадранова, да? Про Азата Бадранова, да, в главу аппарата Башкортостана, но его туда не поставили, другого человека туда привели. Значит, видимо, остерегаются, потому что Бадранов имеет за собой тоже очень сильный националистический след. По прежним годам мы знаем, как он поднимался. И, может быть, поэтому решили немножко их изолировать таким образом. Потому что, в конце концов, в Башкортостане основную роль играет не башкирская организация, националистическая тем более, и не такие кадры, а государственные органы, которые, хотя и заражены национализмом тоже, но могут занять под давлением Москвы более жесткую позицию по отношению, в том числе, и башкирским националистам. Ну, на примере организации башкирцев мы это видели. Однако меня настораживает то, что стратегический документ, который принят на официальном уровне и привязан к башкирской государственной программе, государственному финансированию, это стратегия развития башкирского народа, она как раз выстроена по лекалам вот этих людей, которые занимают определенную позицию. Там и Бадранов участвовал в разработке, и Юсупов тоже участвовал, и ряд других лиц. И самое главное, там государственное финансирование как раз предназначено на то, чтобы на северо-западе Башкортостана дальше вести политику башкиризации. То есть это совершенно националистический курс, который может привести к очень печальным последствиям для Башкортостана, но
так как вот эти люди сейчас остаются при своих местах или даже могут быть использованы, это говорит о том, что здесь мы видим сильный крен в сторону башкирского национализма в самом руководящем звене Башкортостана. И мой тезис подкрепляется тем, что вот эти лица были награждены главой Башкортостана Хабировым. Мы видели и их лица, сияющие лица с грамотами, которые им были даны. Но такие грамоты могут быть даны только за работу. А вот они работали как башкирские националисты, значит, эта политика поддерживается официальным руководством Башкортостана. Вот поэтому, скорее всего, все-таки Юсупов, он поставлен на новое место для того, чтобы активнее участвовать в реализации вот, той стратегии, которая принята. Дамир Абы, а не утонет ли Юлдаш Юсупов в бюрократизме? Ведь мы знаем, что современные национальные общественные организации, к сожалению, страдают тем, что вот они просто уходят в эту бюрократичность и особо сильно-то, так сказать, не выступают. Скажем, когда у нас принимали закон Клишеса Крашенинникова, да, там, понятное дело, что стоит тезис ликвидации федерализма. Курултай Башкир об этом промолчал. Вот. Ну, я понимаю позицию башкортостанского руководства, в том числе и парламента Башкортостана, и Курултай Башкир. Конечно, они очень осторожно себя ведут, в принципе, по отношению к общей политической ситуации, которая складывается в Российской Федерации. Закон ведь, о котором речь идет, он на самом деле готовился довольно давно и выстроен согласно внесенным в Конституцию Российской Федерации изменениям, хотя все еще в нарушении действующей Конституции, но тем не менее он так продавливался изо всех сил федеральным центром. В такой ситуации, конечно, руководство Башкортостана проявило крайнюю трусливость, и башкирский Курултай в фарватере шел однозначно, ничего не сказал, набрал в рот воды. Но, видимо, решили так, что будем преклонять колени, но внутри Башкортостана будем все равно гнуть свою линию. Такое допустимо, потому что федеральный центр, он очень давно хочет вбить клин между татарами и башкирами. И в этом плане башкирских националистов, которые пробрались в власть, московские власти часть кремлевских башен может использовать. И вот получается, что свои темные дела башкирские националисты будут делать, опираясь на федеральный центр. Если бы этого не было, федеральный центр уже давно бы сказал свое веское слово и остановил бы их. Но я все-таки считаю, что предупреждение академика Тишкова, оно прозвучало, и московские политические круги должны обратить внимание на это предупреждение. Но дело еще не ушло. Вот речь зашла в самом начале о переписи, хотя мы сейчас уже узнали по московским социологическим исследованиям, что перепись оказалась неудачной. И данные социсследования показывают, что 42% населения вообще не были переписаны. И поэтому каков будет в итоге национальный состав, как он будет выжиматься из этих материалов, которые реально существуют, как будут его компоновать, тоже большой вопрос. Но нас, прежде всего, будет наше внимание обращать ситуацию в Башкортостане. Я думаю, что башкирское руководство постарается вот из наличного материала выкроить что-то в свою пользу. Но они вряд ли далеко удалятся от результатов переписи 2010 года, которые, напоминаю, тоже были нарушены. И там есть явный перекос в сторону башкирского этноса. Это показали материалы переписи 2015 года, выборочной переписи. И поэтому, если современные материалы будут сильно отличаться от этих выборочных данных, все равно вопрос будет возникать. И поэтому татары будут смотреть, в том числе эксперты, на результат этой переписи. И в итоге мы будем анализировать вкупе все итоги переписи и происходившие в последнее время события, в том числе назначение определенных кадров и, возможно, варианты их деятельности в дальнейшем. Нас все это будет интересовать. И мы, имея большой массив татар Башкортостана, которые имеют собственные интересы, вынуждены будем включаться в события, которые будут происходить в Башкортостане. И Всемирный конгресс татар здесь особенно должен быть озабочен вот всем кругом проблем, которые там происходят. К сожалению, пока
Конгресс татар уделяет недостаточно внимания на ситуацию в Башкортостане. И представитель Конгресса татар в Башкортостане тоже неудачная кандидатура, я считаю. Поэтому там надо вкупе смотреть на весь происходящий процесс. Так как в следующем году у Всемирного конгресса татар съезд ожидается, нам надо будет провести выборы кандидатов из среды татар Башкортостана на этот съезд. Мы еще должны подумать, из каких организаций, кого мы будем оттуда выбирать. Это вопрос непростой, потому что автономия татар Башкортостана стала пробашкирской организацией, а Конгресс татар Башкортостана лежит в развалинах, его надо заново восстанавливать. В общем, там работа полно, и все это вот вписывается в действующую ситуацию. Дамир Абы, еще одна тема, которая волновала татар в этом году, это установка памятника Тамерлана в Самарской области. До стрима вы сказали, что у вас есть какая-то новость, какой-то инсайт по этой части. Скажите, пожалуйста, что там происходит с этим памятником? По-моему, татары уже высказались как могли, что мы против. Что там происходит сейчас? Ну, я этот вопрос изначально отслеживал и воздерживался от высказываний. Просто я не хотел портить отношения татар и узбеков. Мы братские народы, но, к сожалению, наши узбекские братья ведут себя не как наши братья. Они пошли совершенно не в том направлении, в котором должны были бы пойти. Конечно, поучать другой народ особого смысла нет, но я бы вот сказал друзьям узбекам, вот как вы будете смотреть, если мы, татары, приедем к вам и начнем устанавливать памятники тем камбригам, которые после революции у вас басмачей громили. Там было много татар, в том числе и высокопоставленных в отрядах, которые большевики направили в Среднюю Азию. Ну, как вы на это посмотрели? А ситуация, которая вот складывается на территории Самарской области, точно такая же на самом деле. Даже если братьям-узбекам Тамерлан очень нравится, они его подняли на пьедестал национального героя, это не означает, что также относятся к нему другие народы, в частности татары. Я как специалист по средневековой истории татар могу сказать, что татары всегда крайне отрицательно относились к Тамерлану, к Тимуру. Не только татары, турки также относятся к этой фигуре, которые имеют большой счет к Тамерлану. Он же уничтожил их главу Баязита и убил его фактически. Поэтому в средневековой истории татар мы можем видеть только отрицательные оценки. Вот, скажем, Мухаммед Амин, прямой потомок Чингисхана, один из казанских ханов, имеет специальный баит, написал, где про Тимура очень плохие вещи написаны, крайне отрицательно. И потом у татар были поздние баиты, где Тимур только с отрицательной стороны рассматривается. И вот в такой ситуации, значит, узбеки проявляют инициативу и хотят влезть в Поволжье. Напоминаю, для тех, кто об этом не думает, это историческая родина, ватан татар. И хотят там поставить памятник человеку, который уничтожил наше национальное государство, Золотую Орду, и фактически создал крайне плохие условия для дальнейшего развития татарского народа. Прямо вот в сердце нашей Родины хотят поставить памятник. И вот в такой ситуации возникает вопрос, который еще не обсуждался, почему эта фигура внезапно стала желательной для некоторых московских кругов, и узбекские некоторые круги нашли общий язык по поводу установки этого памятника на территории Самарской области. Ну, окончательного решения, я, как понимаю, еще нет, но дело идет к тому, что какое-то решение будет принято. И в такой ситуации я обращаю внимание всех слушателей и аналитиков на то, почему к этой фигуре положительно относился Иосиф Сталин. Вот очень интересный вопрос, который не получил обсуждения на самом деле. Если внимательно посмотреть узбекские исторические учебники и вообще историю Узбекистана, то фактически фигура Тимура начала подниматься особенно во времена Сталина. Это 1940-е? Да, вот в этих пределах. Ну, особенно рассвет получило освещение этой фигуры.
Ну, с одной стороны, я понимаю, что вот те эмиры и ханы, которые долго правили Бухарским Эмиратом, Бухарским ханством, потом Кокандом, потом Хивинским ханством, они были связаны с шибанидами в целом. И эта масса, она там появилась в XVI веке, в начале XVI века, оттуда фактически изгнала тимуридов. Они были правителями реальными, и можно подумать, что большевики, которые были против всяких вот классовых чуждых элементов, отрицательно относились к этому слою, и поэтому уже сразу после революции могли начаться тенденции, которые, как бы сказать, выдавливали эти фигуры из реальной истории узбеков. Так можно подумать. Но на самом деле Тимур ничуть не лучше, он же тоже классово чуждый элемент. Причем в произведениях, которые связаны с Тимуром и историей его рода, мы четко видим, что он все время претендовал на очень большую близость к роду Чингисхана. Он же вышел из чагатайского владения, и поэтому тут прямого такого объяснения нет. Значит, у Сталина была другая причина особого внимания к этой фигуре. Но то, что особое внимание было, доказывает то, что прямо в начале войны там гробницу Тимура вскрыли, и там реконструкцию его облика сделали. То есть готовилось нечто, которое, может быть, не получило полного разворота, но надо понимать, что вот именно в это время, начиная с 30-х годов, Сталин понял, что мировой революции не будет, и решил создать Советскую империю, положив в основание русский народ. Он начал создавать русскую советскую нацию. И вот все, кто против русских, ну, ясно, что Золотарда против русских, так он трактовал и его окружение, они должны были быть объявлены врагами. Так и было сделано. В 1944 году специальное постановление, которое было принято, оно как раз в связи с фигурой Идигея было принято. И там Золотарда как раз была объявлена врагом, в том числе и Тимур тоже. И в такой ситуации, извиняюсь, не Тимур, а Идигей была объявлена врагом. В такой ситуации, конечно, вот фигура Тимура начинает приобретать немножко иной оттенок, потому что, ну как же, он разгромил Золотую Орду, врагов русского народа, стало быть, он друг русских. Вот такой тезис возникает в голове. Враг нашего врага. Враг, да, так, да. Я думаю, что сталинские идеологи как раз исходили из этого идеологического посыла, и потом этот вопрос раскрутили, да, таким образом, что вот постепенно фигура Тимура начала выходить на передние позиции, но не сразу это получилось. Я еще знаю, что в 60-х годах в Узбекистане выходили крупные работы, которые показывали реальный процесс переселения шибанидов и возникновения вот новых государственных образований на обломках Тимуридской империи. Эти шибаниды же вышли из состава татар, это были переселенцы из Приуралья, Западной Сибири, из степей Казахстана. Там очень большая масса, 240 тысяч воинов только было, это около миллиона человек переселились где-то между 1509 и 1511 годами, они там захватили ведущие позиции, и именно эта группа привнесла туда наименование «узбек». Этот тимуриды и вообще чагатаиды никакого отношения к понятию «узбек» не имеют, это по историческим источникам хорошо видно. И вот сейчас узбекские ястребы, я так их назову, они, забыв собственную историю, поднимая Тимура на пьедестал и выстраивая узбекский народ за этим завоевателем, они вот отрицают собственную историю и хотят наступать на татарские права. Но прикрываясь, опять-таки, может быть, я сейчас это подозреваю, некоторыми связями с московскими шовинистами. Потому что современные московские шовинисты, они занимают точно такую же позицию, как и сталинисты. Для них важно вот здесь сделать русских единственным государствообразующим народом, основные права уделить этому народу, основное внимание. И все, кто в исторической ретроспективе выступал против русских, значит, объявить их врагами. Ну, конечно, эта политика, она на самом деле бесперспективна для дальнейшей России, но в современных условиях, может быть, такую политику решили поддержать некоторые московские круги. Я это подозреваю весьма, потому что узбеки просто так
официальные круги Узбекистана просто так не выступили бы со своими тезисами. Поэтому я должен сказать здесь узбекским братьям, что эта политика очень совершенно недальновидная. Может быть, на данном этапе узбеки какой-то плюс получат, но для развития московско-узбекистанских связей. Но забыть, что здесь есть татары, я думаю, для них будет опасно. Вот начну с простых вещей. Пока что узбеки-мигранты, которых становится все меньше и меньше, молятся в наших мечетях татарских. Они сюда приезжают, мы уже мечети выстроили, у нас имамы тут работают, татары. Мы пока как нормальные мусульмане их пускаем, они молятся с нами, и мы рассматриваем как братьев-мусульман. Но если они, вот не думая о будущем, начнут наступать на татарские права, таким образом, ну как мы можем относиться к ним как к братьям? Мы еще 3 раза подумаем, прежде чем с ними вместе молиться. Это вот я обращаюсь в том числе и к кругам мигрантам, которых, я уже сказал, здесь будет гораздо больше. Во-вторых, почему-то узбекское руководство упускает из виду важные российской реалии. Татары не являются последним народом Российской Федерации. Многие татары занимают видные политические и экономические позиции, в том числе и в центральном руководстве России. Во многих ведомствах сидят, в экономических крупных корпорациях сидят татары. И если узбеки, не подумав о перспективах, разрушат наши дружественные отношения, то весь этот массив может прийти в движение, и в дальнейшем это не пойдет на пользу Узбекистану в целом. Потому что экономические контакты, они в том числе выстраиваются и через личностное начало. Я вот предложил бы подумать руководству Узбекистана 3 раза, прежде чем оно начнет подпирать вот этот явно отрицательный для Узбекистана проект. Я, например, сторонник того, чтобы на месте, где было сражение, если оно, кстати, будет найдено, до сих пор непонятно, где сражение происходило. Больших исследований нет, мы только имеем условное место. Если оно будет найдено, там можно поставить общий знак о том, что здесь произошло крупное сражение. Не выпячивая никакого Тимура, но если узбекам желательно ставить памятник Тимуру, пожалуйста, у себя ставьте. Через каждые 2 сантиметра можете ставить по одному знаку или по одному памятнику, но не на нашей территории. Татары ни за что не согласятся с этой установкой памятника. И вот недавние исследования воронежских ученых показали, что 60% русских тоже против этого. Я думаю, что есть много, в том числе, авторитетных историков. Я знаю, что в Москве тоже имеются они, которые отрицательно относятся к этой идее. Мне кажется, для дальнейшего процветания Узбекистана надо идти другим путем. Вот я полагаю, что если узбекам интересна татарская позиция, их ученые, историки могут приехать в Казань. Мы можем провести в Институте истории имени Маржани рабочее заседание, семинар, совещание, чтобы обсудить этот вопрос и прийти к общему знаменателю. А так просто попытаться с заднего хода влезть в Поволжье на историческую Анаватан татар, я думаю, что это неприемлемо. Дамир Абы, давайте вернемся к закону Клишеса Крашенинникова. На самом деле же это такой, у них целый проект такой по практически перекраиванию нашей публичной власти вообще в России. Там не только ликвидация наименования президент, да, из наименования должности верховного руководителя региона республики. В частности, например, по этому закону сейчас у нас министры наших республиканских ведомств, да, то есть глава министерства Просвещение принадлежал республике. То есть вся школьная система, она была республиканской, и мы преподавали тогда как хотели, и это продолжалось до сталинских репрессий 30-х годов, когда такая вот свобода была ликвидирована. В 50-х годах была попытка обратно вернуть ситуацию, полностью это не удалось, но тем не менее республиканские образовательные учреждения были достаточно самостоятельные, и ничего подобного не было. Всех министров назначали здесь, в республике.
И сейчас мы откатились далеко назад, то есть мы уже где-то ушли в 19 век, в имперскую систему фактически уходим. Но это согласуется с общим трендом, который в Российской Федерации происходит по снижению уровня федерализма и по выстраиванию государства, где федеративное начало вообще ликвидировано. Я так сейчас анализируя, могу сказать, что Россия практически название сохранила, что она федерация, а по сути это уже далеко не федерация. И республики не изведены на уровень областей рядовых, просто название республик сохраняется. Это очень плохой тренд, несовременный вообще. И мне кажется, вот те законоведы, которые подсунули такой проект, и, к сожалению, он был поддержан политическим руководством Российской Федерации, они не совсем хорошо обдумывают будущее, которое последует за реализацией этого законопроекта. Вот, например, такое направление, как ликвидация наименования президент у руководителя Татарстана. С одной стороны, все приводится к одному знаменателю. Но те люди, которые этим занимаются, они не совсем понимают роль и значение татар в российском обществе. Ведь на самом деле вот современный действующий президент Татарстана, его еще вот статус не изменен пока, он же московским руководством позиционируется как человек, имеющий особую роль в исламском мире. Его направляют по исламским делам, он там встречается с множеством руководителей исламских государств, там крупные форумы происходят с его участием. И понятно, что представители других государств его воспринимают, исходя из ауры наименования президента. И вот внезапно в их глазах человек, который самим главой Российской Федерации определен на такую роль, спускается на низший уровень, рядовой губернатор, которому надо вести работу с главами независимых государств и с ведомствами независимых государств. Конечно, откровенно говоря, это же плевок в лицо татарстанскому руководителю. И татарам тоже, кстати. Мы уже многие годы рассматриваем главу Татарстана как президента всех татар, мы так его и называем. И он себя так ведет, когда он в разные регионы проживания татар и в зарубежные страны едет, и там с татарами встречается, они так его воспринимают. И вот он, оказывается, глава только субъекта, рядовой глава, и поэтому у него совершенно другой облик возникает. А в современном обществе символический капитал очень важен. Вот люди, которые символически разрушают вот этот статус, они на самом деле имидж Татарстана тоже портят заодно. Я могу привести классический пример, который происходил на моих глазах. В 2017 году, когда языковая политика проводилась таким образом, что языки республиканские были зажаты, первым делом мне позвонили из Казахстана татары и сказали: наш имидж сильно испортился в Казахстане. Имидж татар? Имидж татар. Казахстане. Был сильнейший удар по имиджу татар, да. Ну, все начали думать, что вы ни на что не способны, вот даже свой язык не можете сохранить и так далее. Соответственно, вот то, что происходит сейчас на наших глазах, это из той же серии. Ну, может быть, есть такая цель татар сильно унизить и вообще их зажать, чтобы они никакой политической роли в дальнейшем не играли. Но это же чревато определенными последствиями. Вот мой отец, который в Великую Отечественную войну воевал и сначала на Волоколамском шоссе, потом на Волховском фронте, которые гнили в болотах, чтобы Россия сохранилась, СССР сохранилась как независимое государство. И вот сейчас вы на этот народ плюете, опускаете его на нижайший уровень, и после этого какое отношение можете иметь от этого народа к этому государству? Но ясно, что татары начнут меньше любить эту нашу общую родину. Вот такая цель, что ли, ставится, вот, когда принимаются такие законы. Я думаю, что это совершенно недальновидная политика. Россия находится в очень опасной ситуации. Мы сейчас видим, что в любой момент может начаться вообще не просто информационная война, а горячая. И события, связанные с Украиной. Да, и в такой ситуации принижать какой-то важный народ,
на общем нашем родном пространстве, на уровне нашего общественного бытия. Я думаю, что это безумная политика, совершенно непродуманная. Ведь могут прийти такие времена, что может понадобиться мощная поддержка всех народов. И здесь я почему особенно про татар речь веду, не только потому, что я татарин. Я знаю четко, что все другие народы Российской Федерации, имеющие республики и не имеющие, они на татар смотрят как на образец. И вот сейчас, если нас будут унижать таким образом, то это приведет к ухудшению отношений и других народов к федеральному центру. Я думаю, что вот это стремление выстроить такую вертикаль единообразную вряд ли дает крупные преимущества по сравнению с тем, какие потери при этом возникают. Мне кажется, что тут на чашу весов положили разные вещи и не подсчитали до конца общий результат. Но на самом деле отрицательные последствия этого закона на этом не заканчиваются. Там же фактически ликвидируется муниципальный уровень нашего государства. И пока еще никто не просчитал, к каким последствиям это может привести. Я думаю, что когда на селе остается только староста, который выполняет функции общественника, а все дела деревенского уровня остаются на самом деле, там дороги надо прокладывать, там деревенские дела решать надо, а человек, который там находится на этой должности, он общественное лицо, я думаю, что полностью может дезорганизовать местную жизнь. Да, то есть на муниципальном уровне же тоже этот закон. Естественно, он как раз направлен на то, чтобы все выстроить под единую вертикаль, окончательно бесповоротную. И мне кажется, что этот вот сильнейший отход от Российской Конституции, она была в начальный период демократической Конституцией, и сейчас она вот этих элементов лишается, говорит о том, что дальнейшая политика в Российской Федерации может иметь очень плохие последствия для российского общества. Может быть, правящий класс, который сейчас хочет во что Владислав удержать власть, будет доволен, но народ будет недоволен такими изменениями. Поэтому, мне кажется, этот закон до конца не обдуман и поспешно принят. Ну, и Единая Россия постаралась, много было и противников, но их голос был не особенно слышен, потому что их в парламенте сейчас нет, их туда просто не пустили. Я как человек, который участвовал в выборах Федерального собрания со стороны партии «Свобода и справедливость», могу сказать, что еще на стадии выборов было дано указание, чтобы такие партии, как наша, не пускать туда, а мы были федералистами и являемся ими. И вот из-за этого сейчас там такой единый тренд и вот такие результаты. Я думаю, что очень печальные результаты с далеко идущими последствиями для российского общества. Какие еще события можете выделить в уходящем 2021 году? Может быть, просто я что-то где-то пропустил или забыл, или сейчас просто не упомянул? Ну, я могу из собственной жизни вот немножко рассказать. Мне же пришлось в ходе предвыборной кампании много ездить по российским регионам. Я в том числе с татарами общался очень много. И мы разговаривали на тему о современной жизни, о перспективах татар. И я обнаружил, что, к величайшему сожалению, татарский конгресс недостаточно улавливает те процессы, которые происходят в российских регионах. Может быть, просто во главе национальных организаций люди, стоящие во многом превратились в чиновников несменяемых. Это тоже, я думаю, отрицательную роль имеет. Потому что, вот смотрите, это довольно своеобразная система в России. Ядро Всемирного конгресса татар составляют региональные автономии татарские. Они же образуют и федеральную автономию. У нас как бы две головы, но вот федеральная автономия выстраивается согласно закону об национальных культурных автономиях. Этот закон имеет очень отрицательную одну сторону. Там федеральные автономии, согласно этому закону, попадают в рабскую зависимость от местных властей. Вот это как это вот выглядит? Финансово. Вот я просто могу сказать, что в некоторых государствах, и татары так предполагали в 2017 году, это в прибалтийских государствах, некоторых там был такой закон об этой автономии, вот в Эстонии, например, там 3% собранного налога автоматически отдавалось данному народу в Прибалтике, в Эстонии. А сейчас ты, чтобы получить вот эти гранты на национальные дела, ты должен приползти на коленях к властям,
К местной администрации. К местной администрации. Они тебе могут дать, могут не дать. Если ты им не нравишься, они тебе ничего не дадут. Если ты поднимешь вопрос о том, что вот татарский язык надо бы нормально преподавать, тебе скажут, ну, деньги не получишь после этого, ты тут слишком шебуршишься. И в итоге вот многие автономии попали в рабскую зависимость, и поэтому перестали отражать общественные интересы. Но когда разговариваешь с людьми, которые там живут, они вот как раз жалуются на это, что Конгресс татар недостаточно обращает внимание вот на эти процессы, которые происходят, и не проводит необходимую линию, которую надо проводить для того, чтобы отстаивать национальные интересы. Я вот сам лично слышал от московских татар жалобы по этому поводу. Это даже потом транслировал в телепередаче. И потом какие-то ответы тоже прозвучали от мэрии московской. Вот они просто пожалуются, что они не могут добиться, чтобы татарский язык преподавался в школах. Это же вообще-то это функция вот этих национально-культурных автономий. Но они этот вопрос не поднимают. И поэтому отдельные энтузиасты вынуждены поднимать эти вопросы. И вот я думаю, что это крупнейший недостаток Всемирного конгресса татар, что он не занимается вот этими реально существующими проблемами и не способен и поднять эти вопросы на должном уровне. И поэтому мы, имея в виду, что работу Конгресса надо улучшить, почти полгода занимались выработкой новой концепции преобразования Всемирного конгресса татар. Пока еще ответ не получили, но мы помним, я как член Милишура говорю, я об этом думал в течение всего года, в следующем году же у нас на август назначен съезд Всемирного конгресса татар, и мы должны предложить какие-то новые подходы к существующим реалиям. А то ведь мы что видим? Вот Всемирный конгресс молчит по поводу установки знака Тимуру или памятника. Да, вот Ни слова не было сказано. Но что же национальная организация, которая не высказывается под животрепещущие проблемы, которые интересуют всех татар и не только татар. Причем тут вопрос вообще-то о какой-то целостности Российской Федерации. Типа в России хозяйничает Узбекистан. Да, так получается. И татары молчат. Ну вот я всегда думаю, вот как член Милишура, ну почему мы не можем по этому поводу специальное заявление принять, показать нашу позицию реальную? Ну кого мы боимся? Пока еще даже московское руководство политическое по этому поводу еще не высказалось. Мы же в такой ситуации должны отразить свою собственную позицию, национальную позицию. Нет, этого нет. И такая ситуация довольно часто повторяется, к сожалению. Поэтому я думаю, что внутри Конгресса необходимо произвести серьезные изменения. И как член Милишура я на этом буду настаивать. Мне кажется, сейчас как раз вот в следующем году настанет время, когда мы должны серьезно размышлять по поводу будущего этой организации. Я еще почему это говорю, вот республиканской власти, я понимаю их позицию, они вынуждены отступать под натиском московского руководства. Политически они очень завязаны в дела вот Единой России, в эту структуру, и отступают. Пока отступает политическое руководство, наоборот, Всемирный конгресс татар должен наращивать свои усилия по отстаиванию татарских позиций. То есть мы же вообще-то не государственная организация, мы общественная организация. Всемирный конгресс татар вообще в целом не является российской организацией. У нас мировой уровень, международный уровень деятельности. А мы вот в процессе отступления татарстанского руководства мы занимаем такую совершенно непонятную позицию. Мы еще более худшую позицию занимаем. Все время отступаем и ничего не говорим. А народ-то так не думает. Я вот из-за того, что общаюсь с простыми трудящимися, с простыми татарами, я могу сказать, что народ так не думает. И не просто рядовые татары. Также не думают и ряд руководителей организаций татарских, находящихся в регионах. Например, я уже получил 3 сообщения от руководства татарской организации о том, что люди, которые голосовали против татарстанской позиции по закону Клишеса, это в Госдуме, да? В Госдуме. Например, Ильдар Гемуддинов, который занимает пост руководителя федеральной автономии, не имеют права занимать эту позицию, они сказали. И это, я думаю, что в ближайшее время эта позиция может быть сформулирована более четко, по крайней мере, от группы лиц, руководящих работников местных автономий, я это слышал. И я действительно вот поражаюсь, каким образом Гельмуддинов, как бы назначенный одним из главных татар,
самими татарами, выступил против общей позиции татарстанского парламента. Я думаю, что это нонсенс. Поэтому вот у нас есть много чего, над чем мы должны подумать, и вообще мы должны подумать, должен ли находиться центр федеральной автономии в Москве. Изначально, я помню, как этот процесс формирования федеральной автономии шел, и предполагалось, что его руководитель будет занимать пост одного из заместителей председателя тогда исполкома Конгресса татар. Но сейчас, по факту, он такой является. Но Гильмудинов почему-то считает, что он совершенно самостоятельная фигура, и практически, скажем, с руководителем Милли Шура мало что общего имеет. Все время там раздает какие-то гранты. Кстати, по большей части татарстанские деньги раздает, под видом того, что он там большой чиновник. Поэтому тут еще тоже надо разобраться, чьи деньги и кому раздает Ильдар Гильмудинов, и играет ли он на татарском поле, или работает на чужом поле. По крайней мере, его деятельность по языковой линии увенчалась полным крахом. Мы это сейчас прекрасно видим. Все его обещания, они ничего не дали. Это вы про фонд сохранения? Естественно, нет. Это там же позорный конец был. И не только, там и другие его потуги не прошли. Он же обещал много, а мало что было сделано. И я думаю, что вот таких людей надо уже убирать с этих мест. И я думаю, что в следующем году мы увидим еще волю татарского народа по этому вопросу. Но, по крайней мере, я сам тоже буду стараться, чтобы Милли Шура занял более жесткую позицию по этому вопросу. Дамир Абы, наверное, уже мы закругляемся. И заключительный вопрос. Кончается 2021 год. Вот на ваш взгляд, по вашему мнению, что из себя представляет так называемая татарская интеллигенция? Есть ли она, сформировалась ли она? В каком она сейчас состоянии пребывает вот под грузом всех тех событий, о которых мы сегодня поговорили? Понятное дело, что нелегко всем у нас в государстве, до сих пор еще эта пандемия не закончилась. Но скажите, пожалуйста, давайте вот опишите образ, что сейчас происходит с татарской интеллигенцией. Ну, большой вопрос вообще, существует ли категория интеллигенции сейчас. Это же понятие по большей части 20 века. В 21 веке немножко ситуация изменилась. Но в западных странах применяют понятие интеллектуал, эксперты, да, могут еще там. Ну, у нас, по нашему опыту, я могу сказать, у нас вообще-то интеллектуалов, экспертов не так много. Но они все равно есть, потому что есть люди, которые способны генерировать идеи, и мы даже стараемся их объединить. Вот клуб, в котором я являюсь одним из создателей этого клуба, «Татарский квадрат», он занимается этим. Мы материалы готовим разнообразные и транслируем общественности. И потом нельзя сказать, что у нас все плохо, потому что есть академические ученые, их число достаточно большое на самом деле. Может быть, конечно, они сейчас немножко не совсем в хорошем тренде находятся, зарплаты у них низкие. И потом сейчас пошла вот такая мода, очень узкой специализации, из-за этого нет комплексных ученых. Раньше они были, но тем не менее определенный костяк у нас есть. И если бы наша Академия наук получила другое руководство, другого качества, может быть, мы могли бы оживить и в целом деятельность Академии наук, и интеллектуальную работу могли бы очень ускорить. Ну, могу сказать, что крупным недостатком у нас является отсутствие интеллектуальных групп академического профиля, занимающихся стратегическими работами. Мы очень плохо занимаемся будущим. И у нас для этого нет достаточно подготовленных политтехнологов, социологов, философов и ряд других категорий, которые вырабатывают такие идеи. Из-за этого и наши государственные органы тоже не получают качественную информацию. Я могу сказать, что другим недостатком татарстанского руководства является то, что оно больше занимается экономическим развитием. У нас есть определенные программы и стратегические документы по экономическому развитию, но очень мало наработок по идеологическому направлению, по культурному развитию.
Вы знаете, вот прерву вас, спросите, пожалуйста, но вот я, например, работаю в поле вот с этими башкирскими, ногайскими, сибирскими, значит, нашими оппонентами идеологическими, да, вот услышал в комментариях простых людей, а если у татар этноидеология и этноидеологи, то есть вот даже вот у людей такой запрос появился, да, насколько я поражаюсь, умные люди, вот и действительно вот это вот простые люди, которые говорят, кто у нас отвечает за этноидеологию? Нет, но буквально на днях я был на ТНВ, и там мы передачу готовили, она выйдет 10 января. Ну, там вот известный наш певец, который себя показал во время предвыборного Тямаев, Фердус Тямаев прямо сказал, что вот почему в Татарстане нет координатора вот этих как раз идеологических дел. Он сказал, мы каждый разрозненно действуем, а чтобы вот единый кулак из нас сделать, этого нет. Действительно, этого нет. Я даже в аппарате президента не могу назвать человека, который должен был заниматься этим. Но раньше вот в обкоме Татарстана был секретарь по идеологии, у него аппарат был. А может, Потом, имя? потом это дело у нас в татарстанском руководстве сузилось до уровня одного Рафаэля Хакимова, политический советник. Сейчас и его нет на самом деле. И мы очень часто сталкиваемся с такой ситуацией, что когда возникают комплексные вопросы, нам вообще не с кем общаться в руководстве Татарстана. Потому что управление внутренней политики у нас, я думаю, что во многом загублено. И Терентьев как-то даже не успел в Москву уехать, остался еще здесь и, наверное, все же досиживает просто свое время. Ждет, когда его, может быть, в какое-нибудь теплое место переместят. Из-за этого они не так активно действуют, может быть. И, ну, вообще вот такого места нет. Я думаю, что это серьезный недостаток нашей системы. Ну, вице-премьер Татарстана, который Васил Шайхразиев, который является сейчас моим руководителем по Конгрессу татар. Ваш начальник. Мой начальник, да. Ну, он отчасти должен был заниматься этим, но он весь занят в татарских делах только внутри Конгресса. А тут гораздо более широкие подходы нужны. И я вот даже думаю, что крупным недостатком является то, что Конгресс Татарстана вообще не действует. Он и здесь должен существовать, Конгресс татар. У нас же татарское тело в Татарстане есть. Почему-то считают, что официальные органы здесь все вопросы решают. Не решают они многих вопросов. Потому что я и прежнего опыта знаю. Ренат Закиров приезжал из какого-то Арского района и жаловался, что глава района выступает против создания татарской школы. Народ хочет, а глава говорит, там не будут учиться. Значит, есть вопросы, которые требуют иного подхода, иных решений. Кстати, вот напомню, у башкирский Курултай внутри республики неплохо работает. Ну, вот таких вопросов очень много. Это как раз и идеологические вопросы там возникают, и вообще в целом проведение вот политики, внутренней политики Татарстана. И внутренняя политика Татарстана должна иметь гораздо большее татарское выражение. Его нет, к сожалению. Тамирабы, есть что-то позитивное? Ну, не знаю. Можем сказать и позитивное. Что-то позитивное. Дайте хотя бы немножко воздуха вдохнуть свободного. Ну, хотя я обрисовал, конечно, некоторые критические моменты, но вот из общения с татарами мне пришлось поездить, я уже сказал, довольно много. Я могу сказать, что на местах возникли новые поколения бизнесменов и людей, которые думают о будущности татарского народа. Потому что вот пензенские татары, с которыми мы очень тесно общались, прямо сказали, ну, у нас уже мечети есть, у нас все есть, мы уже имеем и финансы, вы нам скажите, как нам дальше жить. То есть на местах народ хочет немножко посмотреть на себя, развить культуру, образование, самосознание поднять. Им и историческая наука тоже нужна, четко сказали, больше заниматься историей. То есть у народа есть стремление к дальнейшему шагу в этнокультурном развитии. И мы вот этот тренд не видим и не способствуем этому тренду. Вот поэтому татарский народ в этом плане находится на подъеме, я считаю. Вот это и есть положительное явление. В общем, татарам придется полагаться только на татар. Да. Ладно, Тамирабы, большое спасибо за такую хорошую последнюю ноту. Бекзур Ахмед, сау болыңыз, Руслан.